современных экономических условиях история развития предпринимательства имеет очень актуальную тему в связи с тем, что сейчас стратегия развития предпринимательства стоит на высоком уровне в связи с высоким развитием, экономическим динамизмом и развитием бизнеса во всех сферах деятельности. В этом плане история развития предпринимательства в Якутии занимает особо важное место в связи с тем, что в региональном плане она в историографии до конца она не изучена. Географическая структура регионального рынка Якутии она складывалась веками со времен освоения территории Северо-Востока Азии русскими землепроходцами и промышленными людьми. В плане территория огромна. В XIX и в начале XX века территория Якутии подразумевалась обширная территория, которая охватывала современные территории нынешней нашей республики, включая Камчатку, Чукотку и Магадан. Город Якутск был сформирован как центр, как форпост для дальнейшего освоения Россией новых земель. Через город Якутск проходила дорога, которая охватывала территории Камчатки, Магадана и Чукотки с выходом до мыса Дежнева и с дальнейшим освоением территории Аляски, которая до середины XIX века входила в состав российского государства. Как проходило это освоение и какой интерес имеет история предпринимательства в Якутии? В связи с открытием и освоением новых обширных территорий, конечно же, за счет поступления огромного количества пушнины, так это соболь, лисица, писец, куница, для государственного бюджета это имело важное значение. Прежде всего, тогда пушнину, которая поступала с территории Якутии, Охотской и Камчатки, называли мягкой рухлядью. Она имела значение мягкой валюты, благодаря которому обогащалась государственная казна. В связи с этим стал вопрос, как дальше развивать товарно-миновые отношения в отдаленных территориях Российской империи. Со времен Петра I купечество было образовано в особое привилегированное сословие. Она состояла из 3 гильдий, и юридически она была сформирована при правлении Екатерины II. Во второй половине XIX века 3-я гильдия постепенно исчезает, и остаются 2 гильдии. Первая гильдия и вторая гильдия. Гильдии были образованы на основе европейских купеческих гильдий. Кто такой купец первой гильдии? Прежде всего, это экономически активный человек, который на руках имел большое количество капитала, благодаря которому он имел право на свободный переезд по всей территории Российской империи, и имел право также торговать за рубежом. Этот человек имел право организовать свое дело, открывать торговые предприятия на сумму свыше 300 тысяч рублей. То есть это самое высокое привилегированное сословие того периода. Купец второй гильдии – это человек, который имел право переезда по всей территории Российской империи, но ему нужно было особое разрешение для того, чтобы выйти продавать за рубеж. Особенностью формирования якутского купечества является тем, что по закону того периода Якутия представляла собой как не до конца освоенная территория с проживанием небольшого количества коренного населения. Тогда по статусу населения называли инородцами. Кто такой инородец? Это тот человек, который по социальному статусу стоял на предпоследних ступенях сословия в Российской империи. В принципе, они не имели никаких особых привилегий в сословном праве. В основном инородцы представляли коренное население Сибири, куда входили якуты, эвены, эвенки, чукчи и коренные народы Сибири. Это хакасы, ненцы, буряты и так далее. Поэтому вопрос формирования такового купечества был сложным
в связи с тем, что русское население там пребывало постепенно. И первыми купцами Якутии, конечно же, являются представители других соседних регионов, как Иркутская губерния и как Забайкалье. Первый закон о необходимости учреждения ярмарок появились в период деятельности Первой ясачной комиссии. Это 1765 годы. Первая ясачная комиссия, она работала на территории Якутии и Сибири долго. И за этот период в местах компактного проживания коренного населения постепенно стали образовываться первые ярмарки. Что представляла в социально-экономическом плане сама территория Якутии? В основном это представители коренного населения, основное занятие которых было представлено традиционным хозяйством и традиционными промыслами. Туда включается, конечно же, развитие скотоводства в северных условиях, развитие коневодства и традиционное хозяйство у северных народов, как оленеводство, собаководство, так и традиционные промыслы, так это охота и рыболовство. Так как вплоть до 1917 года в Якутии не было заводской промышленности, купечество того периода пыталось привозить самые первые необходимые товары, которые были нужны для местного населения. Манифестом от 1824 года Александр I издал указ о формировании в отдаленных регионах Северо-Востока Азии, в частности в Якутии, купечества. И вот, начиная с этого года, постепенно появляется и сословие купечества в Якутии. Кто входил в это сословие? В основном это были потомки русских землепроходцев, которые осваивали территорию Якутии, и их потомки остались жить на территории Якутии. Поэтому купечество Якутии в основном было представлено русским населением Якутии. В связи с тем, что для развития торговли в целом нужны были наиболее для скупки дешевые опушнина, меховой рынок интересовал не только купцов Сибири, но и Забайкалья, в том числе и купцов центральных регионов России. Первая ярмарка была учреждена чуть раньше, чем манифеста 1824 года. Она была учреждена в 60-х годах XVIII века. Так это первая ярмарка, она была не юридически сформированной, благодаря усилиям купцов того периода, Колымская ярмарка. Следующая ярмарка – это Верхоянская ярмарка. В городе Якутске образование первой ярмарки датируется первой половины XIX века. Впоследствии, в 1812 году, по указу гражданского губернатора Иркутской губернии Трескина выходит инструкция, в котором отмечается о немедленном учреждении во всех местах проживания народческого населения ярмарок. И таким образом постепенно на территории Якутии появляются первые ярмарки. По статистике того периода наиболее крупными ярмарками являлись Якутская городская ярмарка, которая функционировала 2 раза в год. Так это летняя, которую называли июльская ярмарка, так и зимняя ярмарка. Следующими ярмарками Якутии, где скапливалось наибольшее количество купцов, торговцев и населения, которое в нем участвовало, это 2 северные территории. Это Майская ярмарка по реке Индигирка, и ярмарка, которая была зафиксирована в документах как Анюйская, по берегу реки Анюй, по-другому ее называли Чукотская ярмарка. Кроме этого существовала Алекнинская ярмарка, и еще существовали уездные ярмарки. Это в Вилюйском округе, небольшие уездные ярмарки в 3 центральных округах Якутии. Якутский округ, Алекнинский округ и Вилюйский округ. Что представляла собой Якутия в то время? Конечно же, зимы были длиннее, чем в наш современный период. Классическая страна бездорожья. В весенний-летний период в связи с распутицей невозможно было проехать в отдаленные уголки Якутии.
Так, поэтому те люди, которые становились в ряды купцов Якутии, я бы сказала, это действительно мужественные люди, которые в условиях бездорожья, в условиях существования только одного транспорта, как гужевый транспорт, осваивали и в почтовом плане, в торговом плане огромные территории. После узаконения, сформирования купечества Якутии в ряды русского купечества стали вливаться и инородческое население. Так, но их численность была совершенно маленькой. Действительно, теми людьми, которые впоследствии стали купцами, так, которые имели важное значение не только в плане коммерческой деятельности, но и в плане общественной, благотворительной деятельности. Можно назвать такие имена, которые вошли навсегда в историю Якутии и в историю Сибири. Из купцов первой гильдии только один человек фиксируется в документах. Так, это Эверстов Николай Дмитриевич, который, в принципе, из числа инородческого населения основал в городе Якутске первый частный банк. Банк занимался финансированием для поддержки местного купечества. Из числа купцов второй гильдии, так, их было намного больше. Так, но во второй половине XIX века их насчитывается 200 с лишним человек. В основном это представители коренного населения. Сформирование якутского купечества это в истории Якутии имеет важное значение в связи с тем, что с их деятельностью на территории Якутии появляются совершенно неизвестные, незнакомые товары, которыми снабжало купечество. В их число можно включить товары первой необходимости. Так, прежде всего, в ярмарках того периода можно было купить такие важные предметы, как мыло, керосин, свечи, множество тканей, так, в том числе ситцевые, хлопковые, шерстяные, так, а также металлические товары. И туда включались и железные товары. Допустим, с появлением купечества на ярмарках Якутии стали продавать такие предметы первой необходимости для сельского хозяйства Якутии, как косы-литовки, и с конца XIX века в продажу появляются первые огнестрельные оружия.